Мои дорогие, доброе утро, Ирзи Хелшин. С вами снова Лейла. Так, друзья, снова вещаю с огорода. Сначала стала пропалывать, а потом думаю, давай-ка поснимаю и покажу сегодня, что буду делать сегодня. Друзья, значит, сегодня я хочу посадить огурчики. Вчера вечером я посадила помидоры, покажу вам чуть попозже. Но не все помидоры, один рядочек только успела, вышла там буквально совсем перед вечером и успела только этот один ряд посадить. Там пока оставила все, потому что сажать огурцы уже время даже поджимает. Обычно я сажаю 10 мая, не позже 10 мая. Но в этом году, как знаете, сами погода такая, что и вот только эти 3-4 дня можно было посадить, но опять-таки у меня не было времени. Так, ну что, ладно, не буду зря болтать. Вот, смотрите. Прополола вот этот вот один ряд. Я сажаю огурцы через ряд. Вот через ряд, который делал мне трактор. Ряд сажаю через ряд. Потому что если я сажала как-то один раз в каждом ряду, мне не очень-то понравилось. Потому что было тесно ходить между рядами. Они же у меня еще шпалерные. Но посмотрим. Если мне не будет хватать земли посадить помидоры, ну, рассаду разную, то, может быть, даже и на каждый ряд посажу. Посмотрим, сколько. И у меня есть там еще семена. Чуть попозже покажу семена огурцов, которые я купила. Ну, сколько хватит этих семян, наверное, столько и посажу огурцов. Не знаю, не буду в этом году как-то много заморачиваться на продажу огурцов, на продажу чего-то. Лишь бы нам самим хватило, потому что мне мальчики даже просят вообще его не сажать, запустить вот это все. И они, вчера у меня еще был комментарий, почему мальчики не помогают, почему не пропалывают. Ну, конечно, нет, не обидное было, просто даже корректно было сказано, я ей ответила, но просто скажу, может, других тоже интересует, почему вот мама вкалывает, а мальчики не помогают. Друзья, они у меня с утра до вечера на работе, на стройке. Они взяли даже два объекта, иногда делятся на два объекта, иногда на одном объекте несколько дней работают, перекидываются на другой объект. Мне и так их жалко очень. Но, альхамдулилла, они работают, они все заняты. У меня сейчас получается, что все 3 сына и дивер. Но с ними еще племянник моего мужа. Так что я даже не хочу зарекаться, чтобы они мне помогали. И они меня просят: мама, мы тебе не сможем помогать, пожалуйста, запусти, оставь этот огород, не сажай. Даже просили меня отдать эту рассаду кому-нибудь. Ну, посади, говорит, один ряд огурцов и один ряд помидор. Просто ради того, чтобы тебе самой это было интересно. Они знают, что я этим увлекаюсь, что мне интересно. И они меня просят действительно просто ради себя. Посади, ну, 1, ну, 2 ряда. Ну, по 2 ряда помидоров, огурчиков посадить. Просто чисто для себя, чтобы вот нарвать огурчиков, нам же, говорит, хватит. Не сажай для продажи, не сажай большие. Мы, говорит, знаем, что ты устаешь. Это не, ну, это я не заигрываю, ну, как бы сказать, не хочу сказать, что вот какие у меня дети хорошие. Нет, они меня это просят, потому что действительно впятером их все-таки утром провожать, готовить, им в обед им готовить, вечером им готовить, стирать. У них же все время пачкаются вещи, хоть и машина, но все равно их же надо и постирать, и погладить, и за ними убрать утром, заправить постель, все такое. Они рано утром, вот уже 7 часов, они уже в 6 уже уехали. Понимаете, это же надо им утром и приготовить. И они знают, что мне трудно, поэтому просят меня в это хотя бы, говорят, в этом году не делай этого. Ой, извините. Я говорю, ну, огурцы посажу, это же какая-то денежка. Мама говорит, какие денежки, какая денежка? Скоро, говорит, летом, говорит, не бывает воды, а ты опять будешь плакать, что нет воды, что ты опять, говорит, будешь нервничать. Давай оставишь, мы, говорит, тебе будем платить зарплату как повару, будешь нашим поваром. Мы смеялись, вот так вот сидели вчера. Вот так вот, друзья, но все равно я решила, не знаю, посмотрим. И знаете, как я решила? Не убиваться, действительно. Ну вот успела, не успела. Кто что мне скажет? Свекрови у меня нету, чтобы меня ругать, я уже даже не в том возрасте. Кто мне что скажет? Да, я не буду утруждаться. Что это такое? Вот сколько успею, столько посажу. Извините, пожалуйста. Так что вот так вот, друзья. Ну вот пока поработаю,
пока прохладненько, не знаю, как только станет тепло, да, я зайду в дом. Конечно, не буду, чтобы там давление у меня поднималось или еще что-то. Убиваться не буду, да, действительно. Вот сколько успею, столько посажу. Просто вышла с вами на связь. Извините, что себя не показываю. Чуть-чуть попозже выйду с вами на связь. Еще раз. Уже покажу себя, наверное. Так, ну вот, друзья. Вы знаете, я стою в тени дерева. Вообще даже холодно. Что-то в одном платье. Думаю, что-то прохладненько. Ветерочек хороший. Как раз хорошая погода. Не болтать, а работать. Ну все, друзья. А потом я вам покажу, что я наработала. Ой, наговорила уже на 5 минут. Мои дорогие, когда я уходила на прополку в огород, то я поставила размораживаться несколько пакетиков. Не знала, что в них. Оказалось, что в одной гусиные у меня шейки, а в одной вот такая вот индюшиная шейка. Зашла уже с огорода, надо что-то готовить. Но, в принципе, у меня борщ есть на первое. Там просто чуть-чуть маловато мяса, поэтому решила все-таки что-то поставлю, наверное, мальчикам на второе типа. И пожарю их, не знаю как и что. Потом думаю, да, ладно, просто намажу какой-нибудь намазкой и поставлю в духовку. Ну и хочу вам показать. А там посмотрим, что получится. Это как бы эксперимент. Так, у меня были такие приправы, мне привезли их кавказские какие-то приправы, не знаю точно как называется, потому что нет на нем названия, но тут кориандр, не кориандр, тут, да, кориандр, по-моему, хмели-сунели, что-то такое вроде бы. Добавила майонезу, добавила горчички, соли, и теперь просто намажу вот эти вот шеечки вот так вот и в духовочку поставлю быстренько. Молодые мальчики погрызут, ничего страшного, шейки, вот как видите, мяса тут много. Так что вот, такой будет у нас, вот такое будет второе. Посмотрю, я точно не знаю, боюсь, что у меня нет картошки. Может быть, еще несколько картошек поставлю варить, чтобы было второе. Разморозила я сразу же и тесто на пирог. Хочу, чтобы они так было, ну, хорошо и полноценно обедали, потому что работают на тяжелой работе, как вы знаете, стройка в такую жару. Это, конечно, тяжело. Еще со вчерашнего вечера я сделала еще один лимонад. Ну, еще один, как его? Еще одну кастрюлю лимонада сделала, потому что они его любят. Еще немножко осталось ежевики. Сегодня вечером сделаю, наверное, ежевичный на завтра. Чтобы был холодный в обед. И в обед мне надо сделать, посепарировать молоко. Обычно я молоко сепарирую рано утром, но сегодня мой сын мне говорит, ну, который в Москве был, второй сын, он говорит, мама, когда ты что, вообще, когда ты сепарируешь молоко? Говорит, я не могу застать, когда ты сепарируешь молоко. Я говорю, ну, обычно же утром, а вы на работе. Он говорит, я так хочу сметанку, ну, сливки, чай со сливками, он обычно это всегда делает, и он мне говорит, знаешь как, вот ты сепарируешь, сливки текут, а я подставляю кружку, чтобы с чаем. Хочу вот так вот. Я говорю, ну ладно. Я говорю, ну будет тебе завтра. Он говорит, давай на обед. Я говорю, ну хорошо, будет на обед. Так что мне придется еще и молоко сепарировать. Сейчас это поставим в духовочку. Посмотрим, что с него выйдет. На крайний случай борщ уже есть. У меня так еще и вареное мясо в морозилке есть. Еще с праздника осталось, и баранина там есть немножко. Сестра привозила, тоже после праздника привозила вареное мясо баранины, индейку приносила вареную. Ну, маме привезла, угостить ее. Мы ее еще не ели. Если что, могу ее вытащить. Скорее всего, я грудинку маме вытащу, потому что отсюда она не сможет ничего поесть. Вот так вот, друзья. Потихонечку вот буду показывать вам, что буду делать. Так, друзья, будет немножко темновато, потому что у нас выключили свет, а у меня на кухне, как вы знаете, темно. Так, вот такой вот лимонад я приготовила. Пирог у меня подходит. Поставила молоко для того, чтобы сделать сметану, сливки. Но, не знаю, она уже почти разогрелась, а свет выключили. Буду надеяться, что свет включат. Сейчас выпью лимонаду.
В такую жаркую погоду это самое то, друзья. Так, друзья, еще нашла в холодильнике капусту. Помните, покупала на празднике. Я так из нее ничего и не сделала. И сейчас решила, у меня нет ни помидоров, ни огурцов, ничего на салатик. Просто сделала, нашла болгарочку одну, кукурузу нашла в холодильнике. Сейчас быстренько сделаю им салатик. Ну вот, не знаю, что теперь сделать с молоком. Если час хотя бы его света не будет, то придется мне делать сыр, потому что молоко прокиснет. Если бы знала, я даже не разворачивала бы его. Представляете, как окрашивает эта капуста? И руки, и ногти прям вот стали грязными сразу же. Я ее вычищала. Ничего себе. Несколько листочков вот так вот счистила я, и они уже все у меня вот и фиолетовые, и ногти стали черными. В огороде я сегодня даже в перчатках работала, не испачкала. Ну, не буду вам затягивать, сейчас быстро нашинкую и приготовлю. Так, друзья, у меня еще обед не готов, но мои ребята пришли. Смотрите, что осталось с лимонада, они еще даже не обедали. Так, салатик я сделала. Заправила растительным маслом. У меня тут, оказывается, не кукуруза была, а горошек зеленый. Но это тоже подходит. Так, шейки еще чуть-чуть сыроваты. Сергей поехал за хлебом. Может быть, к этому времени они у меня будут готовы. Видите, как все сиреневое от этой капусты. Вот так вот. Как бы обед без ничего. Зато полноценный обед. Все. И салатик, и первое борщ у меня я уже разогрела. И, надеюсь, подойдут и шейки гусиные. И пирог сейчас поставлю в духовку. К чаю будет пирог. И свет мне дали как раз. Сейчас буду сепарировать молоко. Друзья. Так, послала старшего сына за чесноком. Вот, смотрите, в мойке лежит чеснок. Наверное, целый ряд не сорвал. Че смеешься? Ну все, по-моему, шейки подоспели. Показывать рабочий класс свой не буду. Они у меня... Или можно вас показать? Не хотят, короче, ладно, все. Так, мои дорогие, значит, мои ребята пообедали. Обед им очень понравился. От гусиных шеек, пирога и от всего ничего не осталось. Уехали довольные. Ну и я вместе с ними поехала. Мне сегодня нужно было поехать в магазин. Хотела заказать по телефону, но оказалось, что у меня на карте нет денег, и мне пришлось вместе с ними быстренько поехать. Вот я уже приехала обратно. И вот что хочу вам показать, что я купила. Раз купила, покажу вам. Ну и скажу. Значит, 34 года тому назад у меня родилась моя старшая дочь Танзила. Так что у нее сегодня день рождения. И вот в день ее рождения я вот купила вот такой вот планетарный миксер для нее. Я знаю, что она о нем давно мечтала, хотела его. Помните, мы еще с Мадиной, с младшей моей дочерью, купили ей курсы кондитера. Вот, у нее не было нормального миксера, не знаю, может быть, сейчас как-то еще, но у нее нет еще практики. Вот она 10 дней там отучилась, вроде бы кое-что умеет, но она еще ничего этого не делала. Мясные блюда она более-менее готовит, а вот сладости нет. Ну, раз она так хотела, горела желанием, конечно, я поднатужилась и купила ей вот такой вот миксер планетарный. Он стоит 6980. Конечно, дороговато для меня, но... Ладно, для Танзилы не жалко. Чтобы ее обрадовать, купила такой вот ей подарочек. Друзья, Танзила в действительности, когда я еще болела, может быть, вы помните, кто со мной давно знает, что я 3 года практически была прикована к постели. И эти 3 года 13-14-летняя Танзила все-таки держала всю мою семью, содержала, ну, в смысле, как содержала, она готовила, убирала, стирала, да еще и за маленьким мальчиком ухаживала, потому что я заболела, когда была уже на 5-м месяце Ибрагимом. И после рождения ребенка она и за ребенком смотрела, и эти пеленки стирала, и коров доила. Ну, вместе с мамой, конечно, моя мама, и она вдвоем
эти 3 года полностью был мой дом на них. И я Танзиле благодарна за это. Но сегодня не будем об этом. Значит, купила вот такой вот и миксер. И заодно сразу она, вот когда была позавчера у меня, сказала, что у нее сломалась вот эта вот тесто-раскатка лапшерецкая. И что манты делать она не может, потому что встает, и так много у нее заказов. Ну и сразу думаю, стоит она 1180, купила ей и эту тесто-раскатку. Вот такую вот. Я думаю, там видно. Доставать я это не буду. Ну, эту тоже тесто-раскатку вы видели. Конечно, они не очень-то качественные. Моя тоже уже почти сломалась. Скоро придется мне тоже покупать. Вот такая вот. Ну, эта лента снимается. Вот такая вот. Вот тут вот тесто раскатывается. Это 2 вида лапши. Ну, недорогая вещь. Купила ей все-таки, чтобы она могла делать свои заказы. Вот так вот, друзья. Вот такая вот у меня покупочка для Танзилы. Сейчас запакую. Там не было упаковочной бумаги, я хотела сделать такую вот, ну, как подарки запаковать, ленточку. В этом магазине не было, а куда-то другое место ехать, искать у меня просто нет времени. И я купила вот такой вот пакет подарочный, они как раз хорошенечко туда помещаются. Вот, помещу в этот пакет и отправлю на такси к ней. Я не знаю, они там отмечают, не отмечают. Утром я ее по телефону поздравила, что там у нее будет, я не знаю. По крайней мере, нас не приглашали. Скорее всего, наверное, значит, не отмечают. И все. Ладно, все, с Танзилой справились. Ее поздравили. И заодно, я давно обещала выслать вот эти вот блюда моим подписчицам, 2 подписчицы, которые ждут эти мои блюда. Я никак не могла вырваться, поехать в этот магазин. Наконец-то я их купила. В этом магазине они дешевле всех, потому что на рынке они стоят 550, 600, 450, самое дешевле 450. Они стоят сейчас 390. Оказывается, то блюдо, которое я тогда покупала за 290, оно было глубокое. Это не такое, оно намного глубже, как тазик. Этих блюд у них не было, вот по 290 не было. Поэтому я купила вот эти вот за 390. Я надеюсь, моим подписчицам все-таки они нужны. Но я купила. Они недорого стоят, если даже я сама их отправлю без их денег. И заодно купила вот эти вот лоточки. Как раз я нарвалась на лоточки, которые вот эти вот глубокие. Они стоят 380 рублей, по-моему. Сейчас я посмотрю. Да, набор лотков стоит, для заморозки стоит 380 рублей. Вот так вот, друзья. Эти стоят 390, лотки стоят 380. Вот такую покупочку я сделала, приехала. Сейчас быстренько запакую и отправлю Танзиле подарок. И дальше подключусь к вам. Собирается дождь, не знаю, что я буду делать в огороде. Вода у нас не идет, свет выключали, а когда выключают свет, вода не идет. Так что ни посуду я еще не помыла, ничего не делала. Так, друзья, я снова в огороде. Как видите, все. Вот помидорчики, что я вчера сажала. Но немножко опять меня помидоры огорчили. Вот этот вот весь ряд посажен помидорами. Если болит. Дело в том, что вчера посадила, видела, что дырки от медведок, много дырок, но уже 4 куста все-таки срезано. Так что сегодня сажать больше не буду помидоры. Лучше я буду полоть. Сейчас около 6 часов вечера уже. Это у меня уже посажено давно. Почему-то здесь не ели они. Ни перчик не трогали, ни болгарку не трогали. Но я видела вчера действительно дырочек очень много. Может, вы тоже заметите. Вот видите, это медведки. Они у меня в прошлом году было их много. Так что сегодня сажать нельзя, пока не куплю отраву для медведок. Вот, видите. Вот тут вот 2 куста съедено. Вроде бы они ничего, прижились все. Видите, нормально все. Они еще вчера вечером посажены, так что сегодня весь солнечный день они стояли. Но вроде бы прижились. Рассада перерастает у меня, друзья, очень даже. Вот отсюда тоже 1 куст срезан. Сейчас быстренько покажу вам, что я сегодня утром наработала. Конечно, немного поработала, не успела. Сами знаете, готовить. Да и много чего. Приходила соседка, с ней немножко поболтала. Тоже получилось, время отняли у меня. Вот этот вот ряд прополола. Сразу даже сорняк выкинула. Ну и вот этот ряд и этот ряд.
Это я для огурцов через ряд. Я сказала, что через ряд буду сажать. Ну и вот этот вот кусок. Раз, два, три, четыре, пять. 5 рядов картошечки сразу вот прополола. Крупную вот эту оставила. Это, ну, сама она взошла. Мне жалко ее стало убирать. Оставила. Окучу ее и первую будем есть. Ну и вот, друзья, вот все на сегодня. Сейчас дальше я буду полоть, а ролик поставлю на конвертацию, демонтировать, потому что если я еще позже что-то сниму, то уже сегодня мой ролик не выйдет. Вот так вот, друзья, сегодняшний день у меня прошел вместе с вами, можно сказать. Показала вам, как мне и писали, мне писали там, у вас канал без прикрас, все как есть. Действительно, показала вам, как все у меня в принципе происходит. Вот такие вот дела. И большое вам спасибо за подписки, кто подписывается, кто подписался. Недавно мне такие тоже пишут. Огромное вам спасибо. Спасибо моим всем подписчикам. И недавним, и новым. И за ваши комментарии, и за ваши пожелания, и за ваше участие в моей жизни. Это действительно очень многого стоит. Я вам очень благодарна. На этом все, друзья. Вот как-то так у нас сегодня. Всех вам благ, мира и благоденствия.